Российская империя создавалась совершенно без насилия. Многие территории завоевывали. Но именно это ощущение, что люди, которые потом входили в состав империи, могли легко сделать свою карьеру, могли стать любое место занять в этой, именно это создавало ее прочность. Поэтому у нас действительно, куда ни возьмешь, все Пушкин там это немец, африканец, ну, Лермонтов, шотландец и прочее. То есть корни могут быть какие угодно. Поэтому я думаю, что этот вопрос, который, если это звучит русские и другие народы, это, прямо скажем, мне кажется, это может быть воспринято другими народами как некая второсортность. А нам нужно создать страну, где человек, независимо от того, из Дагестана, он из Чечни, татарин, он башкир, он понимал, что он в этой стране, он имеет все права, и это его большая родина. Кроме русских. Поэтому, подождите, я не закончу. Если это так принципиально, да. Хотя я не считаю, что это так принципиально, потому что все и так понимают, что русские – это государствообразующий народ. Туда и Конституция не нужна, все же понимают, что такое основные правила. Позвольте я закончу. Так вы уже Тогда 102 года я думаю, вполне возможно, в конце концов, Конституция – это вещь юридическая. Ничего страшного, если на это понадобится 3 страницы. Напишите «Многонациональный народ России», запятая, и расшифруйте «русские», «татары», чеченцы, аварцы, кумынки, нагайцы, евреи, армяне, украинцы, белорусы. Пусть это будет 4 страницы. Но это даст гораздо больше всем народам ощущение, что они вспомнили самый маленький народ, который есть. Ничего страшного в этом нет, если это так принципиально. Я предлагаю, вот это мое. Красиво.